Здравствуйте, на телеканале «Новый век» программа «Вызов 112». В студии Сергей Хайдаров. И сегодня мы расскажем, как мужчина упал с 14-го этажа одного из домов на улице Чистопольская. Перчатки валяются, ботинки. Не похож человек, который собирался прыгнуть. Версии трагедии. Подозреваемого в двойном убийстве продлили срок задержания. Не желал смерти погибшему, нападавшему на меня. Его версия произошедшего. И хроника происшествий с казанских дорог. Ну как считаете, кто виновен? Не знаю. Инспектора решат. Все это и не только прямо сейчас. Упал с балкона многоэтажки и разбился насмерть. Сегодня в 11 часов дня на улице Чистопольская мужчина упал с 14-го этажа. Жена погибшего утверждает, что в момент трагедии дома не была. Мужчина оставался один и назвала свою версию произошедшего. С места происшествия репортаж Нафисы Минязовой. Психиатрический стационар. Сегодня говорит, нужно пойти к врачу. У мужчины была депрессия. Рассказала в полной уверенности, что все будет хорошо, ушла на работу. Фотографии тела у подъезда выложили в общем-домовом чате. Перчатки валяются, ботинки. Не похож человек, который собирался прыгнуть. Упал ли мужчина сам или же ему помогли, сейчас будут разбираться следователи. Точная версия будет известна после экспертизы. Нафиса Минязова, Игорь Романов, «Вызов 112». Следователи просят откликнуться всех, кто пострадал от действий вот этого 44-летнего мужчины. В отношении него расследуется уголовное дело по статье «Развратные действия». По версии следствия, вечером 23 мая в Казани, проезжая через поселок Салмачи на автобусе 90-го маршрута, мужчина совершил развратные действия в отношении 14-летнего подростка. В дальнейшем подозреваемый был задержан по фотороботу, составленному со слов потерпевшего. При этом подросток уверенно опознал в нем обидчика. К слову, ранее обвиняемый работал в образовательном учреждении, он был завучем в одной из казанских школ. Причастность к совершению преступления мужчина не признал и отказался от прохождения психофизиологического исследования. В настоящий момент следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан ему предъявлено обвинение в совершении развратных действий. Гражданам, располагающим какой-либо информацией об иных эпизодах преступной деятельности данного лица, следует обратиться в Следственный отдел по Приволжскому району города Казани. На 72 часа продлили срок задержания мужчине, подозреваемому в убийстве двоих молодых людей. Напомним, по мнению следователей, в минувшее воскресенье на улице Химиков именно Александр Архиереев набросился на 26-летнего и 27-летнего мужчин с ножом. От полученных ранений один из них скончался на месте, а другой по пути в больницу. Почему не была избрана мера пресечения сегодня, узнал Айрат Назипов. Но он мне возражает, да. 38-летний Александр Архиереев свою вину не отрицает и считает, что должен понести наказание за совершенные деяния. По данным следствия, между подозреваемым и одним из убитых был давний конфликт, и потерпевший искал встречи с мужчиной. Поводом стала продажа гаража, там и договорились встретиться. На встречу потерпевший пришел с друзьями. В результате подозреваемый схватился за нож. Один из молодых людей от ножевых ранений погиб на месте, второй по пути в больницу. Не желал смерти погибшему, нападавшему на меня. Я защищал себя. И вот так получилось. Однако на допросе свидетели опровергли эту информацию. Говорят, что подозреваемый не защищал себя, а именно нападал. Сегодня следствие запросило у судьи продлить срок задержания Александра Архиереева. Уважаемый суд, прошу отложить вопрос об избрании меры пресечения в отношении подозреваемого в виде заключения под стражу на 72 часа. На 72 часа. Почему? Не установлено орудие преступления. Следователь объяснил, что для этого требуются дополнительные следственные действия. В итоге суд удовлетворил ходатайство следователя. И следующее заседание, на котором будут избирать меру пресечения подозреваемого, пройдет уже 5 октября. Айрат Назипов, Нафиса Минязова, Игорь Романов, «Вызов 112». Густой черный дым, валящий из промышленной зоны, напугал сегодня жителей Автограда. Сообщение о возгорании на одном из предприятий поступило на единый номер вызова экстренных служб 112 примерно в 2 часа дня. По словам очевидцев, огонь с одного здания перекинулся на второе, и общая площадь пожара составила более 1000 квадратных метров. Полностью пожар удалось ликвидировать через 2 часа. В результате стихийного бедствия никто не пострадал. На месте происшествия дежурили экологи, экологическая обстановка контролируется.
На улице Достоевского помощь понадобилась пассажирке автомобиля «Жигулей» 5-й модели. Девушку доставили в больницу после столкновения с Toyota Camry. По предварительной версии, оба автомобиля двигались в одном направлении, пока водитель одного из них не решил повернуть налево. Обстоятельства аварии расскажет Альбина Минибаева. Да, есть пострадавшая, девушка локоть ушибла. После осмотра врачами на месте происшествия девушка приняла решение ехать в больницу. Ее тут же госпитализировали. Другие участники аварии на травмы не жаловались и писали объяснения по поводу произошедшего. Водитель отечественного автомобиля ехал по крайней левой полосе. На пересечении с улицей Чехова он врезался в «Тойоту», с которой до этого ехал в одном направлении. Я ехал прямо в сторону улицы Вишневского, горел зеленый свет. И Камри чуть-чуть замедлила ход. Я не заметил на нее включенных поворотников на момент. И она решила повернуть налево. И, соответственно, я нажал на тормоза, но приехал в эту Камри. «Тойота» ехала в среднем ряду, немного впереди «Жигулей». По рассказам водителя иномарки, он попытался перестроиться на соседнюю полосу. При выполнении маневра, говорит, посмотрел в боковое зеркало, но никого не увидел. В левый ряд перестроился. И вдруг удар. Ну, как считаете, кто виновен? Не знаю. Инспектора решат. Ну, то есть вы не признаете свою вину? Нет. Оба участника аварии настаивали на своей правоте. Возможно, прояснить ситуацию поможет свидетель, видевший момент аварии и оставивший номер своего телефона водителю «Жигулей». Альбина Минибаева, Арат Назипов, Константин Бушуев. Вызов 112. Еще одна крупная авария произошла на пересечении улиц Короленко и Гагарина. Там столкнулись 3 автомобиля: Renault Duster, Lada 7 модели и Renault Megane. Участники дорожно-транспортного происшествия самостоятельно определить, кто виноват в произошедшем, не смогли. С их мнением ознакомилась Алина Мусина. Такое впервые, слава богу, все живы-здоровы. Водитель автомобиля Renault Megane признается, за 6-летний стаж вождения это его первая крупная авария. Поэтому мужчина находится в шоковом состоянии и рад был только тому, что в результате столкновения никто не пострадал. Renault Megane, Renault Duster и Lada 7 модели не смогли разъехаться на перекрестке улиц Гагарина и Короленко. Самостоятельно определить, по чьей вине произошло столкновение, водители на месте происшествия не смогли. Нет мнения, мы ждем инспекторов как раз в спокойной обстановке, чтобы понять. Однако водитель автомобиля Renault Megane все же предположил, что вероятнее всего в произошедшем виноват он сам. Правда, не совсем в этом уверен, поскольку сам на запрещающий сигнал светофора, говорит, не выезжал. Но другие участники убеждены в обратном, надеются, что прояснить картину произошедшего смогут камеры наружного видеонаблюдения. Вот камера есть, по идее, безопасности. Безопасный город или как так? Да, она есть. Она посмотрит, скажет. В результате удара сильно пострадали иномарки. Повреждения «Лады» гораздо меньше. Участники ДТП остались дожидаться сотрудников госавтоинспекции, которым и предстоит выяснить, кто же на самом деле прав, кто виноват. Алина Мусина, Нафиса Минязова, Александр Лобанов. Вызов 112. Украсть медный кабель и обогатиться больше, чем на 400 тысяч рублей планировали сотрудники одной из подрядных организаций, работающих на Танеко. 8 человек были задержаны с поличным службой безопасности предприятия при попытке осуществить задуманное. Дмитрий Аринин узнал, как часто пытаются что-либо украсть с крупного предприятия. Эти фотографии сделаны сотрудниками службы безопасности предприятия сразу после задержания подозреваемых с поличным. Причем несколькими месяцами ранее работники этой же подрядной организации уже пытались совершить хищение. И тогда, и в этот раз планы злоумышленников были нарушены. Людей в группе было достаточно много, то есть у каждого были роли разделены уже, и каждый занимался своим делом. Действия злоумышленников сняла камера наблюдения, о которой они даже не подозревали. Сами являлись профессиональными электриками. При себе у них находились инструменты для резки данного электрического кабеля, обрезки данного кабеля. Реакция у них, они были напуганы нашим появлением. После задержания мужчины признались, хотели похитить кабель. Нажиться планировали более чем на 400 тысяч рублей. Вообще же в этом году сотрудники службы безопасности предприятия предотвратили хищение более чем на 3 миллиона рублей. На преступление идут работники подрядных организаций. Крадут все – задвижки, запорную арматуру, кабели. Пользуясь случаем, я хотел бы обратиться к лицам, которые, возможно, вынашивают идеи, чем-то поживиться на Танеко. Я убедительно рекомендую отказаться от этой идеи, не испытывать судьбу, не испытывать службу безопасности. Поверьте, последствия будут серьезные. Подрядные организации, чьи работники будут увлечены в краже, больше не будут работать не только на Танеко, но и на других предприятиях Татнефти. При крупных хищениях задержанные будут передаваться сотрудникам правоохранительных органов. Дмитрий Аринин, Лилия Егорова, Евгений Лызаев. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.